Нөрі болын илин сұрынал каналын көрәтшілерге. Бүгін бігі Короленко атын сүгер қаяға тақсан тұрабыд. Бігі өл жіппіт Алексей Николаевич Варламов, суруятчы, тинчиятчы, профессор, доктор, он литературный институт директора. Алексей Николаевич, вы впервые в АМГе, в Амгинском улусе, в дни Исы Халамко. И мы сейчас с вами приехали на гору Короленко. Это Ямалахский утес. Он сейчас носит имя Владимира Галактионовича Короленко. Вот какие у вас чувства? Что вы испытали, поднимаясь на эту нашу такую, по-своему, сакральную вершину? Ну место удивительной красоты, удивительное сочетание леса, простора, реки, неба. Сегодня такая погода еще замечательная. Поэтому с точки зрения природной это очень круто. А так, конечно, хорошо сейчас. А когда ветра задуют, а когда холод, а когда зима, а когда морозы, то все время как-то начинаешь думать, что ведь Короленко-то здесь не на курорте находился, да, и не выбирал там красивые, хорошие дни, как вот мы, да, чтобы сюда приехать, встретить какой-то праздник и уехать, да. Он здесь жил, и я думаю, что, наверное, ему здесь было тяжело. Я читал его воспоминания, не очень хорошо, может быть, их помню, и потом он был такой человек бодрый, оптимистичный, и явно в своих воспоминаниях там не жаловался на судьбу, а скорее наоборот, он был настроен преодолевать все сложности. Но так, конечно, если представишь вот русского интеллигента, выброшенного из культурной среды, оказавшегося, представишь его путь, ладно, мы на самолете прилетели, на машине приехали, а если представить этот путь, который он проделал, эти огромные пространства, он совсем молодой человек, он едет в неизвестность, как он, что будет, и поэтому просто восхищаюсь его мужеством, да, что он, в общем, сумел выстоять и обратить все эти несчастья. Это такой пушкинский подход. Вот как Пушкина в Михайловское отправили, тоже вроде тоска после всех. А он там как взлетел. В Михайловском, собственно, родился тот Пушкин, которого мы знаем, Борис Годунов, Евгений Онегин, вот эти главы. Так я думаю, Короленко. Для него, конечно, Якутия и Амга очень много значило в смысле его взросления, его роста. И кто знает, не окажись он здесь, не будь у него этих впечатлений, он бы и не стал тем писателем, каким он был. Поэтому жизнь писателя так устроена, что все в топку идет, все для чего-то нужно, все для чего-то полезно, все перерабатывается. И, наверное, он здесь находил какое-то и уединение, и утешение, и созерцание, и мысленно там. Тут же хорошо летать, да, стоишь и улетаешь. И природа, может, напоминала, родину свою. Он как птица куда-то летал. Алексей Николаевич, добрый день, здравствуйте. Добрый день, Олег Гаврилович. Да, мы продолжаем наш разговор уже онлайн. Я с Якутска, вы в Москве, у себя дома. А вот, Алексей Николаевич, возвращаясь к теме литературы, вот мне кажется, что сегодня вот именно литературный институт имени Алексея Максимовича Горького — это вот такая институция, которая продвигает национальную литературу в российском пространстве, таком информационном, литературном, Дом национальных литератур института, ну и другие ваши проекты. Вот как вы бы оценили место национальных литератур России в этом таком поле информационном, литературном, российском? Мне кажется, конечно, это такая важнейшая точка. У меня вот буквально вчера вышло такое большое интервью в РБК, где как раз один из вопросов, которые мне задавали, он касался того, нужна ли в России в книгоиздании практика государственного заказа. И моя мысль заключалась в том, что в принципе вот художественная литература русскоязычная современная, она вполне может без этого обойтись. То есть какие-то могут быть фрагменты, связанные с краеведением, с биографиями каких-то крупных там исторических деятелей, деятелей культуры, на местном особенно уровне, да, там администрация местная может все это продвигать. Но в принципе писатели, которые просто пишут там прозу, пьесы, вот, они и сами справятся. Но вот в том, что касается национальных литератур, с моей точки зрения, здесь государственная поддержка нужна,
потому что национальная литература штука такая достаточно хрупкая, тонкая, уязвимая, и особенность нашей страны, нашей огромной страны, пускай даже она после распада Советского Союза стала намного меньше, но тем не менее все равно Российская Федерация остается не только самой крупной страной по своей территории, но и по количеству народов, которые в ней проживают, соответственно, по количеству языков, культур, литератур. И действительно, вот все-таки особенность, как мне кажется, русской истории заключается в том, что Россия не колонизировала, да, по мере расширения русского государства, продвижения казаков, русской церкви. Все-таки, мне кажется, понятно, что были какие-то эксцессы, совсем уж делать идиллически эту картину не надо, но в целом все-таки вот это продвижение России и на восток, и на север, и на юг, оно несло больше добра и блага народам, которые входят сегодня в Российскую Федерацию, о развитии национальных языков, национальных культур, национальных литератур, да, то есть то, что мы дарили, не дарили, давали алфавит. И хотя два периода российского государства, таких крупных периода, досоветский, имперский и советский период в каком-то смысле были противоположными, и предлагались разные ценности, разные идеологии, разные идеалы, но в каком-то смысле вот бережное отношение к национальным языкам, оно было и там, и там. Я сейчас говорю по-крупному, я понимаю, что можно возразить и приводить много исключений, но вот если как бы не подходить к этой картине очень близко и не рассматривать те или иные мазки, а так подняться на высоту птичьего полета, то в целом, как мне кажется, да, вот во все времена забота о национальных регионах России, она в политике государства была. Может быть, свои политические причины для этого были, но это было, это вот факт. И наоборот, советское время, да, как бы такое время, которое декларировало себя как самое свободное, лишенное там обязательной насильственной идеологии. Вот именно тогда, мне кажется, вот забота об этих вещах, она стала отпадать, что не есть хорошо. И вот с моей точки зрения вернуться к такому диалогу национальных литератур, национальных языков, национальных культур очень важно. И литературный институт, поскольку он отвечает именно за это, и поскольку в литературном институте всегда учились, и опять же это была политика советского государства, на самом деле, да, вот это стремление создать единую советскую многонациональную литературу, это не только химера, и мне кажется, от этого смысла не надо отказываться. И вот тот факт, что в Литинституте всегда учились представители разных национальных республик, входивших тогда в Советский Союз, ну и в Российскую Федерацию тоже. Вот это то, к чему мы сейчас стремимся. Это не очень просто сделать, но тем не менее, вот начиная с определенного момента у нас работают группы художественного перевода из национальных республик Российской Федерации, в том числе якутская группа, чему мы очень рады, потому что, опять же, Якутия не только самая, наверное, большая национальная республика, да, в составе Российской Федерации, Республика Саха, вот, но и мы знаем, что в этой республике действительно удивительно интересная культура, якутское кино, которое всем известно, но и якутская литература, якутские писатели, наконец, знаменитый эпос Аланхо, который имеет как бы на стыке, да, музыки, литературы, но слова, смыслы там очень важны. Во всяком случае, вот пропагандировать, популяризировать, поддерживать все эти вещи, стремиться к тому, чтобы все это переводилось на высоком уровне на русский язык, это все важно, потому что то поколение замечательных переводчиков, которые были воспитаны, получили образование в советское время, оно, к сожалению, уходит, и очень важно вот эту связь, эту преемственность не растерять и подготовить сегодня новых переводчиков, и мы очень рады, что вот в том числе из Якутии мы уже одну группу выпустили. Вот. Это дело штучное, здесь не надо гоняться за какими-то числами, большими количествами. Вот. Но, тем не менее, по нескольку человек готовить, набирать, это очень важно. Плюс у Литинститута существует не только образовательная деятельность, но и издательская деятельность. И очень важно, вот почему я стал говорить про книгоиздание, да, вот очень важно поддерживать книгоиздание литератур на национальных языках. И мы выпускаем сегодня вот сборники таких
рассказов, антологию прозы наших национальных республик, и в том числе выпустили антологию якутского рассказа, и она пользуется большим успехом, интересом в Москве, в других регионах России, и планируем это дальше продолжать. Мгм. Да, и вот эти переводы на русский язык, это тоже мост и к другим языкам. Вот, например, антология сейчас заинтересовалась переводчики из Китая, они уже даже начинают переводить вот антологию якутского рассказа на китайский язык. Это очень важно, конечно, вот поэтому это большое дело, то, что вышла антология. Еще, Алексей Николаевич, ну, конечно, хотелось бы, чтобы наши имена национальных литератур, да, вот мы гордимся Николаем Лугиновым, да, и другими нашими авторами, Елена Корсунах. Может быть, когда-то их достойные, вот, скажем так, российского читателя книгу станут доступны вот, в крупных московских книжных магазинах. Но сейчас их, ну, нету. Ну, видимо, тут есть момент такой не только вот интереса читательского, но и коммерческой, да, то есть вот, магазины же учитывают и издательские магазины книжные, продаваемость, да, реализуемость этих книг. Вот эти имена тоже надо, наверное, продвигать, да? Ну, дело в том, что это на самом деле такая интересная тема. У нас действительно и книга издания, и книга торговля фактически полностью находятся в коммерческом поле. И поэтому, естественно, книжные магазины заинтересованы продавать то, что покупается. Да. И здесь можно разными путями идти. Может быть, я не большой специалист в этой области, но, может быть, действительно должна быть в крупных книжных магазинах какая-то квота, да, там какие-то торговые площади Мгм. для продвижения национальных литератур, какие-то стенды, какие-то полки. Но, с другой стороны, понимаете, даже если вы сделаете эти стенды и полки, то заставить читателей покупать книги, которые не кажутся им интересными, довольно сложно. Поэтому это такая палка о двух концах. И мне кажется, задача тех авторов, которые сегодня работают в национальных республиках, тоже понимать, что да, там государство будет вас поддерживать, там, будут переводчики, но надо стараться писать интересно. Да, Мгм. все-таки, когда мы говорим о многонациональной советской литературе, то такие имена, как Чингиз Айтматов, да, Расул Гамзатов или Алжас Сулейменов. Алжас Сулейменов, да, казахский автор, можно Василий Быков, да, белорусский а, автор, можно много кого вспоминать. Вот, Мустай Карим, башкирский а, автор. Да, они, помимо всего прочего, просто очень интересно писали. И сегодня литература, как никакой вид искусства, на мой взгляд, находится в очень острой конкурентной среде. И вот как бы моя гипотеза заключается в том, что вот кино это искусство коллективное, да, мгм. кино оно может выйти за счет сильных интересных актеров популярных, да, или какая-то очень яркая работа оператора. То же самое, в общем, касается театральной постановки, да, там пьеса может быть не очень суперская, но там каких-нибудь звезды позвали, и они даже не очень суперскую пьесу, или режиссер нашел такой подход, что он вытянул эту пьесу. И наоборот, можно сильную пьесу загубить. А литература – это такое искусство, где все очень честно, прозрачно и однозначно. Да? Либо тебя читают, либо тебя не читают. И, в общем, спасти тебя ничего не может. И все мы в этой ситуации. Да. Это вещь, которая, мне кажется, очень важна. И сегодня вот те люди, которые работают в литературе, они должны это очень хорошо понимать. Да, что когда вы издаете книгу, издать книгу сегодня не мудрено. Любой человек пошел, нашел там спонсора или свои деньги нашел типографию, издательство, и она вышла. А вот дальше, да, заниматься продвижением этой книги, это, правда, штука очень важная. Вот. Но и здесь все равно государство должно поддерживать. И с моей точки зрения, конечно, настала пора учредить какую-нибудь крупную премию, такую общероссийскую премию, да, которая бы именно поддерживала национальные литературы в переводах на русский язык. Вот. И тогда уже внимание средств массовой информации. Кстати, вот, что много зависит, действительно много зависит при продвижении книги, написанной на национальном языке, это переводчик. Да. Да, не случайно
тот же Нурпиисов, да, классик казахской литературы, он просто искал там, да, кого выбрать из русских писателей для перевода и выбрал Юрия Казакова, который, в общем, считался лучшим стилистом своего времени. Да, я знаю, что Николай Алексеевич Логинов тоже очень так внимательно следил, да, за современной русской литературой и нашел очень интересных переводчиков сегодня. И вот, мне кажется, еще одна тема сотрудничества национальных литератур и литературного института может заключаться в том, что помимо подготовки, собственно, переводчиков национальной литературы из национальных республик, что очень важно, можно думать о том, чтобы какие-то уже такие очень важные, серьезные книги, там, где издательство увидит какую-то серьезную перспективу, тоже можно было бы привлекать просто каких-то крупных состоявшихся прозаиков, в том числе и молодых прозаиков, поэтов, и финансировать эти проекты, что очень важно, да, чтобы у людей был стимул, была мотивация на каком-то высоком уровне переводить вот то, что появляется в республиках. Но в любом случае каждый должен делать свою работу. Вот развитие литературы, оно все равно в руках того человека, который пишет свою прозу, или свои стихи, или свои пьесы и так далее. Алексей Николаевич, очень хорошая идея, да, вот учредить премию, возможно, даже и премию переводчикам, да, вот Безусловно, и при этом надо Да, награждать, конечно, и переводчиков. да, Полезно обязательно. Да. награждать и автора, и переводчика, и, может быть, даже награждать издательство. Здесь надо Да. всех мотивировать, всех стимулировать, понимая, что вот это действительно такая важная государственная задача. Слово имеет Алексей Николаевич Варламов. Здравствуйте, дорогие друзья, очень рад всех видеть. Я представляю литературный институт имени Горького. Это старейший уникальный творческий вуз, где готовят будущих писателей, поэтов, переводчиков, критиков, публицистов. И у нас очень давние крепкие связи с Якутией, с якутской литературой. Многие деятели якутской литературы учились в литературном институте. Например, вот Николай Алексеевич Логинов, да, известный писатель, вот, народный писатель Якутии. Он выпускник литературного института. Кроме того, я хотел бы сказать, что в традициях литературного института готовить переводчиков художественной литературы с языков народов, раньше Советского Союза, теперь Российской Федерации. И вот в этом году у нас блестяще закончили курс подготовки якутяне, да, которые учились в Литинституте, изучали художественный перевод под руководством Аиты Ефимовны Шапошниковой. И дальше мы будем продолжать эту традицию. Вот, поэтому для меня оказаться здесь и увидеть своими глазами то, о чем раньше много слышал, это очень дорогого стоит. И слово «Аладхо» я, конечно, слышал много раз прежде, но только вот сегодня мне удалось не только это название услышать, но услышать этот язык, этот ритм, эту поэзию. Хотя я не знаю якутского языка, как мне представляется грандиозность этого художественного произведения, она ощущается, и поэтому я вас всех хочу поприветствовать, пожелать вам успеха. Вы делаете очень важное, нужное дело, потому что язык, литература, культура, древние эпосы — это то, что мы получили от своих предков, то, что мы должны передать своим детям, чтобы ни в коем случае на нас это не закончилось. И мне кажется, такие события, которые происходят в Якутии, сегодняшний замечательный праздник, где много молодежи, где много детей, и то, что вы сейчас будете читать, это очень важно. Я бы хотел передать библиотеке вот несколько книжек, которые я написал в серии «Жизнь замечательных людей». Вот я автор этой серии. Тут биографии русских писателей: Василий Шукшин, Василий Розанов, Андрей Платонов, Алексей Толстой. И свой последний роман, который только что вышел. Роман называется «Отцун». Это чешское слово, там действие частично происходит в Чехии, но роман посвящен вот такой драматической ситуации нашего времени. Это актуальный роман.
Может быть, кого-то он заинтересует, вы возьмете его в библиотеке. Вот, а сейчас я с удовольствием вручаю вам свои книги директора библиотеки. Спасибо большое. Спасибо. И вот, Алексей Николаевич, очень важно, что вы приезжали к нам с новым романом «Отсун», да? И вот то, что вы приехали, сами лично автор представили, мне кажется, это среди якутян вот именно появился интерес именно к чтению вашего нового романа. И ведь сама тема очень важная, очень актуальная. Мне кажется, вот герой, мне кажется, тоже сам по себе очень интересен. Он же гуманитарий, да, филолог. Почему именно вы сделали героем нового романа именно вот филолог? У меня, знаете, такая была интересная история. В тот день, когда мы прилетели из Якутии, это был очень долгий день, я встал по московскому времени, там, не знаю, час ночи, да, пошел искупался на Лену, потом мы улетели. И потом, когда мы прилетели в Москву, вечером этого дня, когда в Якутии было уже утро, у меня была такая очень презентация интересная встреча в самом центре Москвы, на Никольской улице, там есть такой книжный клуб, да, и там собралось довольно много читателей, читательниц в основном, где мы обсуждали мой роман, и главная тема для обсуждения это была именно образ главного героя, потому что он всем не дает покоя, особенно женщинам. Они очень яростно спорили, считать ли его таким полным ничтожеством, да, то есть человеком, ну, который, в общем, отдал свою судьбу, никак не состоялся. Наверное, женщины, вот такие мужчины безвольные или кажущиеся безвольными, несостоятельные, они слегка раздражают. А кто-то, наоборот, говорил, что он очень благородный человек, что он сделал все для того, чтобы спасти женщину, которую он любит. Вот, мне было очень интересно за этой дискуссией следить. Вот, но вопрос, почему он филолог, почему он гуманитарий, ну, может быть, это связано с тем, что я филолог и гуманитарий, как бы самое такое легкое объяснение, которое лежит на поверхности. Для меня было важно подчеркнуть, что автор и герой это не одно и то же, да, и герой не автобиографический, хотя, ну, понятно, когда ты пишешь роман, ты все равно наделяешь всех своих героев какими-то автобиографическими чертами, вот, но, может быть, вот именно такой человек мне больше понятен, да, мне он больше близок, и говорю, поскольку он человек поскольку ну, роман написан от первого лица, и стало быть, герой несет функцию, как я говорю, такого оператора. То есть на нем камера, да, его глазами, его восприятием показаны все события, и вот доверить эту камеру человеку, которого я лучше чувствую, лучше понимаю, в большей степени ему сочувствую, ну, наверное, это было для меня более естественно. Мгм. Это такой образ русского интеллигента 20-21 века. Может, так Ну, даже на самом деле, знаете, вот, говорю, вот на этой дискуссии даже была такая идея, что главная героиня Катя, она олицетворение Украины, а главный герой олицетворение России. Ну, я честно скажу, я против таких обобщений. М, А, По крайней мере, у меня у самого никакой мысли мгм. делать своего героя таким вот представителем страны или какого-то класса, какого-то сословия не было. Мне важнее, что я рассказал какую-то частную историю, да, частную историю любви двух людей, моего героя и вот девушки, с которой он встретился, да, когда они еще были совсем юными. И вот как-то эта любовь сопровождала их всю жизнь, но, к сожалению, обстоятельства оказались сильнее, и герои были разлучены. Да, но вот обобщать что-либо мне бы не очень хотелось. Мгм. Я на самом деле довольно много отзывов и в интернете читал, и в частности мне понравилось суждение одной читательницы, она математик, да, это вот ВКонтакте, там же еще, я не знаю ее, она из Питера, но ВКонтакте там можно посмотреть профессию, человек, она математик, да, и она как-то очень точно заметила, что мой герой похож на Юрия Живаго, только еще более придурковатый. И вот мне это очень понравилось определение, потому что ну, я не делал такой сознательной параллели с романом «Доктор Живаго», хотя, наверное, эта параллель имеет право на существование, тем более, что в самом романе отсылка к Мгм. «Доктору Живаго» есть, да, там, когда герой отпускает или отправляет Катю в Америку, то он смотрит на нее точно так же, как Живаго смотрел на Лару, когда, значит, они расставались там, вот, в заснеженной
деревне под Юрятиным, и она уезжала на Дальний Восток. И кроме того, я действительно очень люблю этот роман. Я прочитал его в ранней юности, это был первый такой запрещенный антисоветский роман для меня, что прибавляло какой-то остроты ощущений. Вот. И про Живаго тоже говорят, что он такой обобщенный тип русского интеллигента. Может быть и так. Может быть, если бы я был бы там литературоведом, филологом и писал бы о своем романе, я бы порассуждал на эту тему. Но как автор я буду настаивать на том, что таких задач, таких целей, мыслей у меня не было, а мне просто хотелось рассказать какую-то частную конкретную историю. А дальше ее можно интерпретировать как угодно. Но ваш герой уже живет своей жизнью. Ну, в общем, Да. это идеально, да, Да, когда ты да. действительно отпускаешь своих персонажей, и дальше уже сами читатели составляют свое мнение о них и решают, что и как. Это известный как староста забыл. Алексей Николаевич, мы продолжаем разговор уже, так сказать, на земле легендарной Аласа Галцыгы, где завершилась гражданская война, можно даже так сказать, да. И мне кажется, вот то, что Леонид Абрамович написал «Зимнюю дорогу», и это вдруг для многих россиян открыло вот эту страницу гражданской войны. Строт Пепеляев, Пепеляев Строт, Амгай, Якутия. И вот как вы восприняли этот роман «Зимнюю дорогу», когда вы открыли, стали читать? Ну, для меня это было абсолютно откровение полное, потому что я ничего об этом не знал. То есть для меня гражданская война закончилась в Крыму, когда был разбит Врангель, да, вот пьеса Булгакова «Бег», ну, в общем, то, что мы знаем про это. И то, что были вот эти вот всполохи гражданской войны еще по окраинам России, и то, что конкретно произошло здесь, я читал этот роман и как учебник истории, да, потому что и эти имена, и Строт, и Пепеляев, и вся эта местность, и вот это вот такая, с одной стороны, но невероятно романтическая попытка Пепеляева все-таки повернуть колесо истории, и с другой стороны это мужество, с которым Строт и его отряд защищал вот это место, на котором мы находимся, да, когда вот сталкиваются два вот этих действительно благородных человека, от которых зависела судьба гражданской войны, судьба России дальше, и вот колесо фортуны или не фортуны, не знаю, что, колесо истории повернулось в эту сторону, а не в ту. Конечно, оказаться здесь и понять, что вот тут сейчас такая идиллия, да, солнце, красота, лето, и вот представить себе эту страшную зиму 23-го года и вот этих вот отчаянных людей, да, которые пытались каждый отстоять свою правду. Ну, в общем, это производит очень сильное впечатление, и, наверное, действительно, если бы не роман Леонида Юзефовича, никогда бы я ничего об этом не узнал. По крайней мере, в школе мне такое ощущение, в университете нам об этом не рассказывали. Конечно, нету в программах, Да. учебника. Да. Ага. Вот, Алексей Николаевич, вот обращение к теме истории сейчас в русской литературу, это насколько это, ну, скажем, не то что популярно, а вообще, ну, вот все почти крупные писатели, по-моему, обращаются. Да, это очень интересная такая вещь. Я вот над этим думал, что если мы возьмем русскую классику XIX века, на которой мы все были воспитаны, то она практически вся была современная. За исключением там Тараса Бульбы, песни о купце Калашникове, ну, «Война и мир». Но все от «Горя от ума» до Чехова, весь Достоевский, весь Тургенев, весь Островский, Лермонтов, да, это все была современная литература. И, в общем, литература советская тоже, ну, там были, конечно, исторические вещи про войну, но тоже было много актуального. В современной литературе у меня такое ощущение, что взгляд в историю, он даже преобладает, да, он больше, чем обращение к современности. Возможно, потому что вот мы никак не можем разобраться с нашим 20 веком, мы никак не можем понять все-таки, что такое было советское время, что такое была революция, советская власть. Мы делимся, мы спорим, мы готовы убить друг друга из-за отношения к Сталину, к Ленину, к Николаю II, там, не знаю, к белым, к красным, к Деникину, к Колчаку, к Ворошилову, к Буденному, какие они были, как это оценивать. И мне кажется, вот литература все-таки, она опять же дает какой-то более глубокий подход ко всем этим вещам. Вот чем мне необыкновенно понравился роман Юзефовича, тем, что это действительно была попытка
ну, в хорошем смысле этого слова, подняться над историей, вот как птица, не знаю, поднимается, и с высоты птичьего полета увидеть, да, вот как вот здесь какая-нибудь птица поднялась бы, да, и увидела вот и правду, и трагедию тех людей, которые защищались здесь, и тех людей, которые нападали, потому что и те, и другие были искренни, да. Вряд ли они искали личную выгоду. Ну, какую личную выгоду будешь искать в этих условиях, да? Они именно бились за правду, и вот этот вот такой русский идеализм, русский максимализм, который в этой местности себя проявил, ну, это что-то действительно потрясающее. Алексей Николаевич, вот история России, вот вы сказали, да, 20 век, мы спорим, мы не приходим к какому-то знаменателю. А это возможно, как вы думаете, в будущем? Мне бы очень это хотелось. Мне бы очень хотелось, чтобы мы все-таки пришли к какому-то взаимопониманию, но ощущение такое, что вот нынешняя ситуация в мире, в России, вокруг России так складывается, что и внутри самой России, я просто слежу за писательским сообществом, за общественным мнением, вот снова обостряются эти споры, снова очень яростно политизируется, актуализируется вот эта вот повестка гражданской войны, снова мы делимся на тех, кто за белых, кто за красных, что лично мне очень грустно, потому что, ну, в моем понимании, это такой большой шаг назад, да, вот в оценке нашей истории, и поэтому хочется верить, что все-таки мы это как-то преодолеем, да, и вот то примирение, когда потомки Строда здесь, Строда и Пепеляева, да, которые здесь встретились, протянули друг к другу руки, тем более трагично ведь то, что и тот, и другой погибли, да, и тот, кто был за красных, тот, кто был за белых, погибли в одном и том же 1937 году, и в Амге стоит бюст Сталину, да, который фактически их обоих загубил, да, и вот этот вот такой удивительный, какой-то нарочно придумали такой клубок истории, который здесь на якутской земле, вот это, да, это очень впечатляет. Ага, вот, Алексей Николаевич, у вас целая серия биографий наших великих русских писателей 20 века. Сложно было писать биографию кого из этих писателей? Ну, скажем так, сложно, конечно, их всех писать, потому что, в принципе, написание биографии, оно требует такого большого труда и усидчивости в прямом смысле этого слова. Это, с моей точки зрения, немножко легче, чем писать роман, потому что у тебя уже есть такая проторенная дорожка, по которой надо идти. Но по ней надо именно идти, с нее нельзя никуда сворачивать. Когда ты пишешь роман, это не дорожка, это скорее такой, как сказал бы Борхес, сад разбегающихся тропок. И ты можешь идти по этим разным тропинкам, и ты можешь как бы гулять по своему роману. Биография не дает, как мне кажется, возможности такой гульбы, потому что ты ограничен таким коридором фактов. И эти факты надо изучать, их надо собирать, их надо осмыслять. И, собственно, чем больше ты проведешь такой вот подготовительной работы, да, тем больше источников тебе попадется, чем больше ты будешь сидеть в архивах, в библиотеках, смотреть, читать то, что относится к теме твоего повествования, прямо или косвенно, да, это так вот немножко рыться в куче, ну не навоза, конечно, но в какой-то такой куче, да, куда свалены все факты, события, имена, что-то было на самом деле, что-то придумано, очень много мистификации, и вот ты как петух должен там все эти зернышки, значит, отыскивать, складывать куда-то, чтобы показать своему читателю. Вот, ну так скажем, с некоторыми кучами было легче, чем с другими. Да? Вот, скажем, когда я писал биографию Алексея Толстого, то это была такая куча, в которой было много ценного, много очень интересного. И я чувствовал, что вообще, когда пишешь биографию, возникает какая-то химия с твоим героем. Он либо тебе помогает, либо мешает, считает, что не надо его трогать судьбу, либо он равнодушен к тому, что ты делаешь. Вот у меня было такое ощущение, что, скажем, вот биография Алексея Толстого, мы были какие-то единомышленники. Да, вот ему ужасно нравилось, как я про него пишу и что я про него пишу. И он как будто мне помогал. И она поэтому получилась такая веселая, динамичная, авантюрная. Вот. А биография Булгакова, скажем, она такая очень тяжелая. Да? Вот, интересно еще объем книги. Ведь издательство, в принципе, не ограничивается объемом. Но вот любопытно, что, скажем, Алексей Толстой прожил 62 года, но его биография в 2 раза меньше по объему, чем биография Булгакова, который прожил 49 лет. Да, ну, просто так получилось. Да, вот просто материал, связанный
с Булгаковым, при том, что воспоминаний современников и каких-то фактов про Булгакова не больше, а даже меньше, чем про Алексея Толстого. Тот был такой центральной фигурой литературного процесса, а Булгаков, в общем, во многом человек, загнанный в литературное подполье. Но тем не менее, да, вот для того, чтобы раскрыть личность Булгакова, мне потребовалось в 2 раза больший объем. Самая сложная была для меня работа с Андреем Платоновым, хотя бы потому, что я его больше всех люблю. И когда человека любишь, то, как это ни странно, писать о нем труднее. Ведь биография писателя – это не, ну, это не житие святого, да, это не доска почета, это не какая-то лаковая миниатюра, да, не парадный портрет с орденами, который мы вешаем на стену. В этой биографии всего бывает очень много намешано, хорошего и дурного, и предосудительного. Тут важно не вставать как бы в позу судьи, прокурора и не ставить оценки за поведение своему герою, вот, скорее ему сочувствовать, но при этом оставаться честным, Да. называть вещи своими именами. И, в общем, ничего важного от читателя не утаивать, потому что читатель вправе, заплатив деньги, прочитать такую честную, полную биографию. И вот если у тебя есть какая-то дистанция с твоим героем, ну, скажем, тем же Алексеем Толстым, я вообще не хотел эту книгу писать, я изначально относился к нему негативно, мне он был неприятен, весь этот его сталинизм, предательство белой эмиграции, возвращение в Советский Союз. Я вообще думал, что это будет такая, скорее, обличительная книга, и вот тут очень интересно, как в какой-то момент он меня переиграл, он меня переубедил, он открыл мне какую-то правду своей жизни, которая мне раньше не приходила в голову. Для меня это было своего рода открытие. Но все равно это не икона. Все равно я понимаю, что у моего героя было много поступков, много черт, свойств человеческих, которые кому-то могут показаться предосудительными. Вот. Но я говорю, у меня к нему, он мне ни сват, ни брат. А к Платонову у меня всегда было какое-то такое вот родное родственное отношение, такая бесконечная любовь, уважение, сострадание. Я бы никогда не стал бы даже эту биографию писать именно в силу всех этих обстоятельств, если бы ее написал кто-то другой. Вот проблема заключалась в том, что Андрей Платонов – это, с одной стороны, писатель такой бесконечно любимый филологами, и о нем написано огромное количество диссертаций, монографий, исследований. Но какие-то самые простые вещи. Вот он был за красных или за белых, да, как он относился к советской власти. Вот ответов я нигде не находил. Для меня это была всегда какая-то загадка. И каким он был человеком, да, вот он с его мышлением, с его языком, с его взглядом на русскую жизнь, вот он был каким. И для того, чтобы самому себе ответить на эти вопросы, я и стал писать эту книгу, но повторяю, это было очень сложно. И плюс Платонов, в отличие от Алексея Толстого, был человек очень скрытный, он не любил литераторов, не любил писателей, не любил литературную жизнь. Да, он всегда был где-то на обочине. И поэтому про него очень мало известно, мало фактов. Вот искать эти факты, осмыслять эти факты, продираться сквозь то немногое, что есть, вот это было, пожалуй, для меня самое трудное. Ну, вот Платонова мы открыли, ну, я имею в виду читательская аудитория 90-х, ну, в конце 80-х, 90-х годах. Вот, ну, Чевенгур, Котлован, вот все-таки какое произведение его вы бы назвали главным у Платонова? Потому что ну, мне самому это интересно вот, слышать от Ну, вас. мне у него на самом деле нравится бесконечно все, но если говорить об одном произведении, наверное, все-таки это будет «Котлован». Да? Все-таки мне кажется, вот в концентрированном виде то, что случилось с Россией в 20 веке, Вот. оно находится именно в этой повести. Причем, что еще очень важно, что в этой повести показаны и город, и деревня. Да? То есть она не очень большая по объему, но действительно какой-то вот такой концентрат невероятный. Да? И вот сколько там на протяжении, ну сколько там, 70-80 страниц, вряд ли больше 100, вот сколько там происходит событий. Другое дело, что очень интересно с Котлованом, и я всегда рассказываю об этом своим студентам, что лично для меня было большим открытием. Дело в том, что тот котлован, который мы с вами читали, либо в самом издате в советском, либо там в журнале «Новый мир» в 87 году, по-моему, она была впервые опубликована, либо во многих изданиях книжных 90-х годов, это не полный котлован.
Это котлован очень сильно отредактированный в 60-е годы, когда, вероятно, эту книгу готовили к публикации в Советском Союзе. Но публикация так и не состоялась. И вот этот отредактированный вариант ушел сначала на Запад, где вышел, и там Бродский написал свое знаменитое предисловие. Потом вернулся к нам и был опубликован. А вот подлинный котлован был опубликован только в 2000 году в научном издании Пушкинского дома. Но после этого он перепечатывался в собрании сочинений, но его нет в интернете. Поэтому вот тем читателям, которые хотят прочитать подлинный котлован, я очень рекомендую именно найти правильное книжное издание котлована, потому что очень важные нюансы, очень важные вещи для понимания этой повести, для понимания того, что Платонов хотел сказать, вот именно в этом полном варианте. Алексей Николаевич, вы исследователь биографии классиков русской литературы. Вот какое место вот, в истории русской литературы занимает Владимир Галактионович? Я все-таки не специалист по Короленко, но то, что я про него помню, что это был человек исключительной порядочности, исключительной честности, исключительной интеллигентности. И он жил в то время, это же, в общем, конец 19-го, начало 20 века, то, что мы называем Серебряным веком, то, что мы называем русским модернизмом, когда литературная среда была такая очень игривая, очень игровая, очень морально амбивалентная, да, когда были различные эксперименты, поиски, иногда довольно сомнительные, иногда довольно рискованные. И вот на фоне этой игровой такой стихии, мне кажется, Короленко никогда не поддавался никаким соблазнам. Он был человек очень такого твердого характера, такой нравственно очень ясный, как такая стрелка компаса, которая смотрит в одну сторону. И вот, мне кажется, именно эта его нравственная устойчивость, она стала таким его каким-то фирменным знаком. Я помню, у Чехова, по-моему, есть то ли в письме, то ли где-то в воспоминаниях, что Короленко для того, чтобы стать большим писателем, надо изменить жене. Но вот он не только жене не изменял, он вообще никому не изменял. И вот в этой верности есть что-то очень подкупающее. Да, вот Владимир Галактионович, и еще, главное, он, Якутия очень благодарна ему, да, за то, что вот он оставил эти зарисовки, эти тогдашней Якутии. И мне кажется, вот как бы он миссия русского писателя, оказавшегося вдруг вот, да, в Якутии, вот такой глуши. Да, и это вторая сторона вопроса, что он, и это тоже именно черта человека породы, вот, ну, скажем, сравним его, условно говоря, с Алексеем Михайловичем Ремезовым. Замечательный был человек, но такой писатель-модернист, который тоже был в ссылке, там, не так далеко, север, Вологда. Наверное, это как-то оказало влияние на его творчество, но понятно, что вот он и многие другие, они отбыли эти ссылки. Вот Грин такой, кем я занимался, Александр Степанович Грин, тоже отправили его на север. Он там тосковал ужасно, отбыл эти годы и вернулся, и забыть, как страшно сунуть эту ссылку. Но вот какого-то такого сердечного внимания, участия, интереса к жизни того народа, да, той среды, той культуры, в которой он оказался, у них не было. Это не в осуждении, им говорится, у каждого писателя там свой творческий путь, своя стратегия, свой почерк. Но вот мне кажется, чем интересен Короленко, да, и это может быть традиция там декабристов, продолжающая, да, вот он оказался здесь, ему стало интересно, кто эти люди, как они живут, как у них все устроено, да, и вот это вот сердечное внимание к жизни другого народа, и то, что народ это оценил, да, то, что действительно вот, ну вот говорю, условно говоря, Грин побыл на севере, ну там, может, ему памятник и поставят, и Грин великий писатель, но тем не менее сказать, что Грин остался в памяти вот этих людей, которые, ну не остался уже, он там душой не был, да, и они в общем. А вот Короленко все-таки это действительно вот как бы такая другая история человеческая, когда человек здесь побывал, когда ему это оказалось очень важно, и, насколько я понимаю, якуты ему за это благодарны, они его помнят, да, и вот эта вот гора Короленко, миф это или правда, был он здесь, не был он здесь, история, она же полна мифов, но мифы никогда не рождаются на пустом месте, да, и то, что вот там библиотека его имени, там, школа его имени, то, что детям рассказывают на уроках, да, то, что для них Короленко не пустой звук, и это такая очень важная история и для него, для его взросления, и для якутов, потому что он действительно много сделал для их просвещения, для их развития. Вот я
заканчивал школу, которая носит его имя, и нам казалось, что вот Короленко вот это какой-то очень близкий Да, писатель из именно всех, так, да, да. русских писателей. А вот иногда говорят, что русский писатель должен испытать ну, судьбу. Ну, это Да. известное предание, Да. когда Мережковский пришел, молодой Мережковский пришел к Достоевскому и стал спрашивать его, там, как жить, как писать, что делать. И Достоевский ему сказал, страдать надо, молодой Да, человек, вот страдать. страдать. Вот, ну мы знаем, как страдал Достоевский, да, он до Якутии, правда, его не сослали, но тем не менее, все-таки он тоже был в Сибири, тоже страдал. Ну, наверное, страдание обогащает любого человека, но об этом же вот есть известный спор Солженицына и Шаламова, да, вот Солженицын в каком-то смысле благословлял тюрьму, потому что считал, что именно тюрьма и опыт ГУЛАГа сделал его ну, тем писателем, каким его знаем, а Шаламов считал, что это абсолютно отрицательный опыт, который человеку совершенно не нужен. Поэтому я думаю, здесь нет универсального рецепта. Есть люди, для которых действительно вот эти вот страдания, они полезны, они благотворны. Есть люди, для которых они как-то разрушают их натуру, их характер. Но в любом случае, я думаю, что специально искать страданий точно не надо. Да? Надо, наверное, просто быть мужественным, и если они приходят к тебе, принимать их как некоторую данность. И, Алексей Николаевич, вот, ну, как бы завершая вот Да. наш разговор на горе Короленко, вы работаете с молодыми начинающими писателями. А вот современный писатель, каким он должен быть? Как бы абстрагируясь от каких-то высоких понятий, от каких-то пафосных определений, по крайней мере, то, к чему стремимся в Литинституте, это писатель должен быть обязательно начитанным человеком. Это все мифология и глупости, да, что можно прийти в литературу с нуля, из природы, ничего не зная. Так не бывает. Писатель должен много читать, читать самые разные вещи, самые разные книги. Классические, современные, русские, зарубежные, художественные, документальные, какие угодно. И вот это образование гуманитарное, которое мы пытаемся нашим студентам дать, это важно. Потом для писателя, конечно, чрезвычайно важен язык. Потому что писатель без языка это просто ничего. И вот это чувство языка, оно очень важно. И еще одна черта, которая мне кажется, делает писателя писателем, это его повышенная обостренная впечатлительность. Вот я очень люблю такой фрагмент из воспоминаний Константина Паустовского о Булгакове. Паустовский вспоминает, что как-то он оказался в компании молодых писателей и был Булгаков. Причем, ну, отношение к Булгакову тогда было такое, ну, ну, не то, что белогвардеец в прямом смысле слова, он такой чужой для них. Они такие, более просоветские. И кто-то из них так вот наблюдает за Булгаковым с такой какой-то завистью, а Булгаков идет, там парк зимний, поднимает какие-то шишки, нюхает их, там какие-то веточки ломает, вглядывает, как вот собака такая, смотрит, что-то ищет. И что он делает? Натаскивает себя на впечатление. Вот мне так понравилась эта формула натаскивать себя на впечатление. Вот мне кажется, писателю она очень важна. Вот ты должен, вот мы стоим в этом месте, да, но вот писатель как-то должен особенно, вот говорю, как охотничья собака быть. Вот глаза, нюх, уши, шерсть, вот все впитывай. У Платонова есть гениальное определение, писатель должен быть как ежик. Вот ежик катится, и все к иголкам. А потом сортируй то, что тебе нужно, то, что тебе не нужно, это потом. Сначала вот набирайся впечатлений. Вот это, мне кажется, для писателя такое как бы важное профессиональное свойство. А вот, ну, есть такой традиционный вопрос. Иногда, то есть писателям, литературоведам, назвали ли бы вы 10 главных произведений XX века в русской литературе? Ну, наверное, если задуматься, назвал бы. Вы хотите, чтобы я прямо сейчас назвал? Мгм. Ну, может быть, что сейчас вот приходит на ум? Ну, на ум, наверное, приходит, ну, мы уже говорили, Платонов, Булгаков, безусловно, это будет, Да. ну, если, давайте, чтобы, так сказать, по одному брать, да, от Платонова Котлован, ну, может быть, и Чевенгур, ну, пускай, раз уж про Котлован заговорили, Котлован. Вот, от Булгакова я, наверное, все-таки взял бы «Белую гвардию». Да, И при всей «Мастер и моей- Маргарита». Да, я все-таки считаю, что «Белая гвардия» более важная книга А? у Булгакова, чем «Мастер и Маргарита». Вот, ну, Шолохов, конечно, да, можно по-разному относиться там, к политической деятельности, к каким-то высказываниям Шолохова, вот, но я убежден в том, что «Тихий Дон» величайшая книга, и я верю в то, что ее написал Шолохов, да,
Я понимаю, там есть разные у филологов суждения на сей счет, но тут, что называется, презумпция невиновности. Пока никто не докажет стопроцентно, что это сделал не Шолохов, я буду считать, что это сделал Шолохов, а обратного не доказано. Вот, поэтому «Тихий Дон», безусловно, будет такой книгой. Горький, конечно, Горький очень крупная фигура, и роман «Жизнь Клима Самгина» — это такая, ну, очень, очень важная вещь. Вот, потом Бунина, «Жизнь Арсеньева» я бы назвал. Ну, вот это вот 5 писателей первой половины 20 века, да, ну вот справедливости ради назовем 5 романов второй половины 20 века. Это будет «Доктор Живаго» Пастернака, да, все-таки это роман уже 50-х годов. Вот, это будет, конечно, Солженицын, ну, допустим, «Архипелаг ГУЛАГ», да, все равно я считаю, что, наверное, самая важная, самая крупная книга Александра Исаевича — это «Архипелаг ГУЛАГ», да, это уже 7 книг. Вот, остается 3. Остается 3, и, ну, деревенская проза, безусловно, и здесь бы я бы колебался между Распутиным, Беловым, Шукшиным, Федором Абрамовым. Это, правда, очень сложный выбор, но, может быть, все-таки выбрал бы Василия Белова. Да, вот не в обиду другим авторам будет сказано, это будет Василий Белов и его повесть «Привычное дело», потому что мне кажется, что это, ну, правда, превосходная повесть, она очень важна. Вот, кто еще остается? Я бы взял Чингиза Айтматова. Все-таки, да, хотя он писатель киргизский, но все-таки тогда мы это рассматривали как нашу общую литературу, и я думаю, что его романы «Дольше века длится день», да, он вполне достоин, чтобы стать 9-м в этом списке. Вот, ну и вот 10-й всегда сложно. Может быть, я бы взял бы Сашу Соколова «Школу для дураков», да, как произведение вот эмигрантской литературы, такое выдающееся. Вот, но мне еще очень хотелось бы назвать Виктора Астафьева. Его роман, ну, либо «Царь рыба», либо «Последний поклон», может быть, даже «Последний поклон». Пусть это будет 11, да, вот сделаем все-таки футбольную команду, пусть будет 11 вот этих вот книг, 11 авторов. Вот то, что мне сразу пришло в голову, да, я не знал, что вы такую задачу передо мной поставите, но вот так вот. Ну, замечательно, вот, вообще, очень. Да. Да, это можно рекомендовать всем молодым Понятно, что за студентам. скобками много всего осталось. Конечно. Фазиль Искандер, конечно, Да. Юрий Трифонов, но пускай будут вот эти 11. Хорошо, спасибо. Алексей Николаевич, а в планах есть написать биографию еще писателя? Пока нет, потому что все-таки для меня вот этот, ну, условно говоря, биографический период был связан с моим периодом жизни до литературного института, когда у меня было гораздо больше свободного времени. Вот я говорю, что романы можно писать урывками. Сегодня написал, потом отошел, это даже полезно. Даже полезно, да, время от времени отходить, потом возвращаться. А биография такая вещь, вот в нее погрузился, и пока не закончишь, не вынырнешь, да. И пока я был свободным человеком, ну, в общем, это удавалось сделать. А сейчас все-таки такая постоянная работа в Литинституте, не пойдешь лишний раз ни в архив, ни в библиотеку. Вот пока меня не выгнали с этой должности, сам не ушел, в общем, я как-то не намерен возвращаться к этой работе. Вот. И мне больше нравится сейчас просто писать какую-то свою прозу, так неторопливо, в своем ритме, в своем темпе, никто меня не гонит. Сколько хочу, столько пишу. И будущее русской литературы, оптимистичный взгляд. Ну, вы знаете, мне кажется, что вот как это у Тютчева сказано, да, счастлив, кто посетил, там, блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Очевидно, что мы сейчас переживаем такие роковые минуты, дни, месяцы, годы уже человеческой истории, нашей общероссийской, мировой. Мы видим, что ситуация в мире такая тяжелая, трудная во всех смыслах. Но как-то практика показывает, что чем труднее в жизни, тем лучше в литературе. Да? Тем, видимо, больше поводов для письма, тем больше вдохновения, чем больше как бы страдают люди, тем пронзительнее, честнее они поют, пишут, кричат. Поэтому у меня такое ощущение, что нынешние события, они дадут какой-то всплеск
да, и появятся какие-то книги, которые зафиксируют вот то сложное духовное состояние, в котором находится сегодня общество. Это будут книги и о войне, и о мире, и о чести, благородстве, о подлости, о предательстве. Потому что в такие вот ситуациях, мне кажется, сущность человека, она обнажается, проявляется то, что обычно бывает закрыто, засыпано, прикрыто. Вот. Поэтому я думаю, что нас ждут какие-то очень важные открытия в литературе. Ага. Ну, вот завершая вот эту Да, историю, вот этот комплекс, он включает не только вот историческую часть, да. но и этнографическую. Вот, и какой образ у вас создается? Ну, да я даже вот не только об этой местности, а Я в целом понимаю. Якутии, Саха. Вы еще были на Исэхалонхо. Это в Ну, целом. мне кажется, это очень мужественный народ, которому досталось во владение невероятно красивая, богатая, но очень трудная природа, очень трудная земля, которая требует невероятных усилий для того, чтобы выживать и зимой, и летом. И поэтому это просто восхищение я испытываю, когда я думаю о людях, которые здесь живут, да, для которых блага цивилизации во многом еще не дошли. Да, вот мы сейчас были в Амге, воду по-прежнему, да, привозят или там, я говорю, Да. зимой пилят. Вот, и вот то, как якуты свою историю берегут и отчасти, может быть, даже вынужденно в ней живут, да, и вот как бы сохраняют вот эти вот свои традиции, мне кажется, говорит об уникальности якутского характера. Потом вот везде звучит якутская речь. Что, ну, я ее не понимаю, но мне на самом деле вот это нравится, да, то, что вы настоящие такие билинговые, что вы одинаково прекрасно владеете и русским, и якутским языком, и это очень здорово, и очень хочется пожелать, да, чтобы вот это вот своеобразие якутское, которое в конечном итоге определяет, так же как своеобразие татарское, башкирское, удмуртское, бурятское своеобразие нашей огромной страны, чтобы все это сохранялось.